При активной поддержке вице-премьера в регионах реализуется 357 инициатив. С таких цифр начал стратегическую сессию по результатам работы кураторов премьер-министр. Михаил Мишустин напомнил основные параметры, на которые они опираются при реализации проектов: рост ВРП, увеличение инвестиций в регион, появление новых рабочих мест, рост реальных доходов населения. Сегодня мы рассмотрим результаты проектов, которые ведут мои заместители в 8 федеральных округах для выполнения поручений и задач, которые перед нами ставит президент, чтобы повысить качество жизни наших граждан в регионах и улучшить темпы их социально-экономического развития. Вы помните, 2,5 года назад был введен институт кураторов этих территорий. При подведении итогов минувшего года руководитель государства отмечал, что мы сейчас накопили такой потенциал, который позволяет выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны. Свой вклад в эти результаты был внесен в рамках кураторства федеральных округов, что отражено в данных мониторинга социально-экономической ситуации в российских регионах. В первую очередь растут внебюджетные инвестиции. Наконец, 2023 года удалось привлечь почти 9 триллионов рублей. За минувшие 2,5 года создано свыше 230 тысяч рабочих мест. Предоставлено товаров и услуг на 6,5 миллиардов рублей. Такие показатели подтверждают, что удалось обеспечить эффективное взаимодействие между правительством и субъектами, наладить кооперационные связи, которые необходимы малому бизнесу и крупным холдингам, а также создать условия для сотрудничества соседних регионов внутри федеральных округов. Институт кураторства федеральных округов был введен в июле 2021 года. Его цель – повысить качество жизни в регионах и улучшить темпы их социально-экономического развития. С июля 2021 года куратором Северо-Кавказского федерального округа назначен зампредседателя правительства России Александр Новак. Он подвел итоги первого этапа реализации программ социально-экономического развития регионов СК-ИФО. Это и сокращение безработицы, рост инвестиций, совокупных доходов в федеральный бюджет. В каждом субъекте реализуется 35 прорывных проектов в различных отраслях. Можно отметить, например, по Северо-Кавказскому федеральному округу достигнуты очень высокие показатели по темпам роста и инвестиций в регион. Темпы роста инвестиций составили около 25%. Почти 360 миллиардов рублей было вложено в этот период дополнительных средств на реализацию проектов. Это в таких отраслях, как развитие туризма, развитие транспорта, развитие энергетики, развитие сельского хозяйства. И, конечно, Северо-Кавказский федеральный округ отличается тем, что это регион, через который проходят транспортно-логистические маршруты, связывающие нас с нашими соседями, по которым обеспечивается сегодня рост товарооборота, обеспечивается развитие грузовой базы, инфраструктуры соответствующей. Было создано до конца 2023 года в сравнении с 2020 годом дополнительно в СКФО 600 тысяч рабочих мест. Это почти на 30% больше, чем было. Существенно была снижена безработица. Была снижена безработица примерно до 9,6%. И это рекордные низкие цифры по сравнению с предыдущими годами, начиная с 2016 года, с периода мониторинга. Мы в этот период также увеличили объемы поступления в бюджеты совокупно субъекта Северо-Кавказского федерального округа на 41%. И это тоже один из основных показателей. Валовый региональный продукт существенно вырос. Председателю правительства было поручено в каждом регионе СКФО обеспечить принятие моделей экономического развития. И сегодня они приняты. В рамках них реализуется 35 крупных прорывных проектов в различных отраслях и сферах деятельности. Почти в каждом регионе 5 крупных проектов, таких, например, как строительство аэропорта, развитие садоводчества, развитие виноградарства, овцеводства, развитие туристических горных кластеров, которые сегодня развиваются в СКФО. И это те проекты, которые создают мультипликативный эффект для развития региона, для привлечения туда инвестиций, туристов, для создания новых рабочих мест и поступлений дополнительных в бюджет. То есть эта работа ведется сегодня на системном основе. Наши регионы и команды, которые работают в регионах по достижению роста экономических показателей, качества жизни населения, проживающих в этих регионах, сегодня активно вовлечены в эту работу. И по результатам сегодняшнего совещания председателю правительства были даны оценки соответствующие, даны дополнительные поручения. Работа будет продолжена.
Что касается прорывных проектов, в Ингушетии при поддержке федерального центра их реализуется 5. Они охватывают разные сферы экономического развития: АПК, туризм, промышленность, ЖКХ. За прошедший период вице-премьер дважды посетил республику – в мае 2022 года и феврале 2024. С момента назначения Александр Новак уделял постоянное и пристальное внимание проблемам республики, неоднократно проводил рабочие совещания по острым вопросам, решение которых требовало содействия федеральных органов власти. И это позволило за короткий период добиться результата разрешения проблем, которые стояли перед республикой годами. При участии Александра Новака в 2021 году в республике оказана финансовая помощь в сумме 1 миллиарда рублей. Средства направлены на выплату заработной платы, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения для погашения кредиторской задолженности. Также при участии Александра Новака по итогам 2021 года удалось ввести в эксплуатацию запланированные 16 школ и 7 детских садов. Сумма необходимых финансовых средств из федерального бюджета составила 1,5 миллиарда рублей. На эти цели в 2022 году дополнительно выделены 986 миллионов и в 2023 году 535 миллионов рублей, в результате чего достигнуты показатели национальных проектов образования и демография. Благодаря личной поддержке Александра Новака республика также стала участником пилотного проекта программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации. Это позволило создать ГУП «Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения», на базе которого консолидировали 95% всего водохозяйственного комплекса республики. Создан также единый информационный расчетный центр на базе МФЦ. Республике поэтапно выделяются средства из федерального бюджета в виде субсидий в целях возмещения межтарифной разницы на услуги водоснабжения и водоотведения. Стоит отметить, что ранее такие предприятия в водохозяйственном комплексе республики не реализовывались в связи с отсутствием денежных средств. Региону также выделено порядка 120 миллионов рублей на празднование столетия государственности Ингушетии. С этой просьбой Александр Новак обратился в письме на Минпредседателя правительства России Михаила Мишустина, Минкультуры, Минфину России и Минэкономики и развития совместно с правительством Ингушетии поручено проработать вопрос выделения дополнительных средств федерального бюджета в размере 280 миллионов рублей на празднование столетия образования и укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Кроме того, вице-премьером Александром Новаком оказано содействие в поддержке, разработке и укрупнении прорывных проектов. Куратор СКФО в рамках рабочих визитов принимал участие в открытии завода алюминиевых сплавов «Реал» в республике. Хорошее производство, которое сегодня налажено в республике Ингушетия на самом высоком уровне. Это большое подспорье создания добавленной стоимости на территории, новые рабочие места, налоги, социально-экономическое развитие. Оказывает поддержку восстановлению участка Северокавказской железной дороги Назрань-Слепцовская-Грозный, выделение средств на создание нового картографического материала, в реализации проекта Армхи, как в части расширения концепции инвестиционного проекта и увеличения стоимости с 5 миллиардов рублей до 13 миллиардов рублей за счет финансирования акционерным обществом «Кавказ РФ». Так, в части смещения на более ранние сроки реализации. Александр Новак одобрил расположение проекта по строительству первого СКФО завода по производству сжиженного газа в республике. Вице-премьер оказал содействие в вручении в 2023 году в рамках проекта «Кавказ РФ» системы добровольной сертификации продукции Кавказа первого сертификата для Республики Ингушетии директору птицекомплекса «Южный». Вы видите самку. Самка у нас в 100 дней достигает веса 11 килограмм. Самца мы забиваем в 130-135 дней, она у нас уже весит 20 килограмм в живом весе. И это вот все на естественных кормах, только за счет создания... Период выращивания где-то 100-150 дней. 100 дней самка, 135 дней самец. А в рамках Дня региона 8 декабря на Международной выставке «Россия» принял участие в презентации IT-академии, а также в структурировании сделки по финансированию инвестиционного проекта агрокомбината «Сунжа» на сумму свыше 7 миллиардов рублей. Оказал содействие консультаций в 2024 году Ингушетии с Республикой Грузия по условиям и срокам совместных инфраструктурных проектов. Региону также оказана помощь в увеличении рейсов из аэропорта Магац в Москву. Как не раз подчеркивал глава региона, всего этого невозможно было бы достичь, если бы не личное участие вице-премьера Александра Новака и федерального центра. Хади Добриева, Магаз 24.